Ассаламу алейкум, приветствую вас всех, уважаемых телезрителей. Вы смотрите программу «Спортивная Ингушетия» на канале Магаз. С вами я, Сулейман Катиев. Сегодня мы приехали в Академию Единоборств, чтобы посмотреть, как ведут подготовку наши ингушские бойцы к предстоящему турниру МФЛ 3, который пройдет 31 мая во Дворце спорта Магаз имени Берда Евлоева. А мы погнали. Очень много спортсменов заявлено на предстоящий турнир МФЛ 3. В Ингушетии этот турнир будет проходить уже третий раз. Это очень большая мотивация для наших спортсменов и большой шанс для того, чтобы заявить о себе. С тех пор, как в Ингушетии открыли эту организацию, почти все залы Ингушетии забились. Никто не хочет упускать такую возможность и жаждут выступить и реализовать себя. Исмаил Сагов является мастером спорта по вольной борьбе и мастером спорта по панкратиону, также призером Европы. Выступал в разных организациях, такие как M1 Global, Fight Nights и ACB Young Eagles. Ожидание от предстоящего боя – это победа в первую очередь. А так, если получится удосрочить, удосрочим. Мы готовились, мы прошли полный лагерь, мы уделили выносливости время, борьбе, ударке, по всем аспектам подошли по максимуму, поэтому 31 числа будем по максимуму показывать, на что мы способны. Каково это для тебя драться в соглавном бою вечера? Соглавный бой вечера – это для меня, во-первых, я дерусь у себя на земле, у себя на родине, это уже какая-то мотивация, это уже большой, так скажем, заряд энергии, позитива, в мою сторону, Поэтому я знаю, что на мне большая ответственность, я должен по максимуму показать, на что я способен, и я по максимуму порадую свою публику. За спиной имеет большой опыт в смешанных единоборствах. В своем крайнем бою потерпел поражение от Мусы Абдурахманова. Но на предстоящем турнире у них состоится реванш. Для Исмаила это будет очень принципиальный бой. Как сказал Исмаил, пощады в этом бою не будет. Будет зрелище. Я на этот бой нацелен максимально, на все 110%. Сами понимаете, реванш – это принципиальный бой, тем более этот бой у себя на родине, на своей земле. Поэтому мы покажем на максимум, что мы можем, к чему мы готовы. Все, что мы отрабатывали, все, что мы проходили, весь кэмп, который мы проходили, мы будем 31 мая воплощать в реальность. И соглавный бой, сами понимаете, это уже о чем-то говорит. Поэтому соглавный бой реально будет соглавным, я вам говорю, если не главным. Что пошло не так в твоем прошлом бою, самом последнем? В прошлом бою я допустил много ошибок, которые допускать не должен был быть, потому что у меня был простой большой, и я не совсем адаптировался к октагону, так скажем, и там, где я мог удосрочить, это было видно в бою, я это не сделал, и во втором бою таких ошибок я уже совершать не буду, будет возможность удосрочить, я удосрочу. А так я намереваюсь провести полный хороший бой, чтобы зрителям было интересно, поэтому 31 мая все будет ясно. Что для тебя, Исмаил, самое сложное именно в этой подготовке? Самое сложное, наверное, как и для любого спортсмена, который гоняет вес, это сгонка веса, уложиться в весовую категорию, потому что спортсмены гоняют по 10, по 15, по 18 килограмм. В моем случае мне надо гонять 13 килограмм, это тоже не слабо. Но к 30 числу мы будем на 13 килограмм меньше, в хорошей форме подойдем к бою, восстановимся. И покажем хороший бой Муса. 31 мая. Держись. А вообще есть что сказать про организацию НФЛ? Организация НФЛ, если посмотреть на все организации, которые создавались, от первого турнира по пятый турнир, НФЛ с первого турнира набирает такие страшные обороты, такие колоссальные просмотры, как ни одна лига, брат, я бы так сказал, что не набирает в плане подхода к боям, в плане подхода к бойцам. Во время подготовки к выходу к бою есть зона, чтобы раскидаться, зона борьбы. Хочешь попить – попей, хочешь поесть – поешь.
все условия для спортсменов и для комфортной подготовки бойцам. Все есть. В плане медиа всех бойцов раскручивают. Так что Лига НФЛ – это одна из самых перспективных лиг, которая развивается не только в плане ММА, а также НФЛ авто, НФЛ дзюдо, НФЛ борьба, НФЛ китчен, НФЛ и так далее, и так далее. Вот, можно перечислять бесконечно. Поэтому НФЛ – это очень серьезный проект, который набирает обороты и в дальнейшем будет приносить очень хорошие результаты. Есть что сказать нашим телезрителям? Телезрителям скажу, покупайте билеты заранее на турнир НФЛ, поддерживайте своих бойцов, болейте, смотрите, вот, сами занимайтесь спортом, не теряйте время зря. Вот, поддерживайте нас, ваша поддержка нас заряжает. Ассаламу алейкум. Ислам Героев почти всю свою жизнь посвящает себя спорту, и тренировки приносят свои плоды. Тренируется Ислам в бойцовском клубе «Ангушт» под руководством своего тренера Юнуса Чаниева. На данный момент является непобежденным. За свою профессиональную карьеру провел 6 боев и во всех одержал победу. На предстоящем турнире НФЛ будет драться в главном бою вечера и чувствует себя очень хорошо. И уверен, что этот бой сложится по его сценарию, как и все его предыдущие, завершив его безоговорочной победой. Считаешь ли ты своего соперника опасным, ссылаясь на то, что он уже довольно опытный боец? Я не считаю его опасным бойцом. Да, он опытный боец и дрался с опытными бойцами, но на этот раз, выйдя со мной в клетку, он должен быть готовым ко всему. Ислам, каково это для тебя проводить свой дебютный бой в главном бою вечера? Да, это новый опыт для меня, выступить в главном событии вечера, так как я раньше не дрался в главных боях. Драться у себя на родине – это большая ответственность, но это, с одной стороны, меня очень сильно заряжает. Какой у тебя план на бой? План на бой максимально простой – выйти в клетку и удосрочить соперника. Насколько я знаю, ты должен был драться на прошлом турнире НФЛ 2, верно? Да. И вроде как получил травму. Расскажи про это немного. За месяц до боя я заболел, у меня была пневмония, из-за этого мне пришлось сняться с поединка. Что ты скажешь о самой организации НФЛ в целом? Лига НФЛ с каждым турниром набирает обороты, и я думаю, наша лига далеко пойдет. Что скажешь нашим телезрителям? Я надеюсь, что дворец спорта будет заполнен. Приходите, поболейте за меня. Как всегда, устрою зрелищный поединок. Ислам Арчаков молодой и перспективный боец, уже успел заявить о себе в мире профессионального ММА. За его плечами 2 уверенных поединка, в обоих из которых он одержал безоговорочные победы. Эти успехи стали прочным фундаментом для его дальнейшей карьеры. И теперь Ислам готов сделать следующий шаг, выступив на предстоящем турнире, который пройдет в его родных стенах. Этот турнир станет особенным событием для Ислама, выступая перед родной публикой. Он получит мощную поддержку, которая придаст ему уверенности и энергии. Ислам нацелен оправдать ожидания своих земляков и показать яркое выступление. Ислам, где ты выступал ранее? В любителях или профессионалах? И там, и там. В любителях боевое самбо Панкратион. Мастер спорта я по боевому самбо в Казахстане. На чемпионаты мира я не ездил, потому что у нас спонсорства не было. Получалось так, что мы там чисто дрались и все. Потом профессионалы перешли уже. Первый бой я провел в Октагоне, Казахстанская лига. Второй бой я провел уже в Алаш Прайде. Если бы мои соперники не слетали бы, наверное, 7-0 уже был.
Вот сейчас третий бой будет в НФЛ, в Ингушетии. Как ты чувствуешь себя перед своим боем? Как обычно, хладнокровно. Мне без разницы, кто будет мой соперник. Они постоянно слетают, то опять попадают туда. Поэтому, кто бы там ни был, я хладнокровен, у меня нету там никакого горения, волнения. Это моя работа, так что все будет четко. Рустам, вообще чувствуешь разницу между выступлением там в Казахстане и у себя на родине? Ну, честно говоря, если Казахстан тоже моя родина, Ингушетия тоже, но здесь родственников намного больше, поэтому ответственности больше. Но опять же, на меня это вообще не давит, меня это только заряжает. Природа на меня здесь влияет положительно. Если многие думают, что акклиматизация как-то на меня повлияет, у меня это в генах, так что соперник может там не расслабляться. Какие эмоции у тебя сейчас преобладают? Волнение, уверенность или еще что-то? Волнения нету, горения нету, уверенность максимальная, как обычно. Я готовился к этому бою как никогда. Я никогда не готовился к боям вообще, в принципе, там месяц максимум, неделю-две. К этому бою я готовился 3 месяца, поэтому мне без разницы. Волнения нету, радость есть, эмоции положительные, потому что я дерусь в Ингушетии, это моя историческая родина. Здесь я только рад буду подраться здесь хоть 10 раз, хоть 15 раз за год. Так что эмоции приятные максимально. Я рад, что здесь нахожусь и рад, что здесь буду драться. Это родная публика, родное место и родная лига, домашняя лига. А почему ты, вот как ты сказал, ты максимум только месяц готовился к другим боям, почему ты выделил именно этот бой для подготовки? Потому что мне сразу сказали, Амирхан Гулиев со мной связался и сказал, соперник будет серьезный. Я сказал, мне без разницы. Он мне сказал, у тебя есть 2-3 месяца готовиться. И я сказал, все, полный газ. Ответственности, потому что больше. Где я дрался в Казахстане, родственники не приходили. А тут вживую уже совсем другое. Все ингуши, по сути, здесь придут ко мне. Ну, для меня это будет... Я представляю, по сути, ингушей везде, где бы я ни был, я должен показывать себя. Даже в Казахстане дерусь, в Америке, везде ответственность есть. Но в Ингушетии, когда они вживую смотрят, надо не подвести и подарить еще приятные эмоции. Я заряжаюсь этой публикой, когда я вижу, что люди за меня болеют, я этой энергетикой заряжаюсь сильно прям. Поэтому здесь я должен подготовиться максимально, и поэтому я здесь акцент сделал на подготовку 2-3 месяца по-любому. Сложная была подготовка к этому бою? Основную работу, подготовку по ММА, тактику подводил меня мой тренер Саидов Зафар с клуба Казфайтер. А по выносливости меня убивал Владислав Анохин. Он очень сильный тренер, и он не жалеет меня вообще. Потому что ни один тренер меня так не убивал, как он. Поэтому после его тренировок любой бой покажется легкой прогулкой по парку Волгобекскому. Что для тебя было самым трудным именно в этой подготовке? По сути, ничего. Вообще ничего. Что ты нам покажешь 31 мая в этой клетке? Все, к чему я готовился 3 месяца, я покажу за несколько минут. Мы 2 ударника покажем зрелище, и один из нас ляжет, и это точно буду не я. Будут искры. Вообще, ожидаешь ли ты какие-то сложности в своем бою? Если да, то какие? Я готов к любому исходу. Хоть это будет 5 или 6 раундов. Абсолютно к любому. Даже если там будет 2 соперника передо мной стоять. Я готов. Самое тяжелое для меня будет весогонка. А все остальное ерунда. Так что... А тяжело дается весогонка? По сути нет, я гоняю немного. Гоняю там не как остальные по 15-12 килограмм, там 6, 7, 8 максимум килограмм. Какие у тебя цели и планы на будущее после этого боя? Ну, как и любой боец, у меня есть цель попасть в UFC. Как бы кто ни сомневался, наблюдайте просто, я буду вас обламывать. У меня есть цель попасть в UFC и привести пояс в Казахстан, в Ингушетию, обрадовать своих земляков и там, и здесь, своих родственников, не родственников, вообще без разницы. Всех близких людей, в общем, кто за меня вообще, кто как-то со мной связан. Поэтому самая главная цель, как и любого бойца, это чемпионский пояс UFC. Ничего другого. И НФЛ. Есть что сказать нашим зрителям? Дворец спорта 31 мая будет полностью забитый. Приходите поддержать. Если вы придете, вы уйдете оттуда с яркими эмоциями, потому что я вас по-другому оттуда не отпишу. 31 мая во Дворце спорта Магаз. Буду вас ждать. Я вам покажу то, что вы еще не видели. Вообще, а сама организация НФЛ, есть что сказать? Организация сразу с первого турнира показала уровень. И я как только узнал о анонсе этого первого турнира, у меня сразу загорело желание подраться, потому что мне очень сильно понравилось отношение к бойцам, отношение к спортсменам, вообще, в принципе, уровень совмещения борцовских схваток,
ММА – это что-то новое вообще в мире единоборств. Уровень высокий, поэтому дальше будет больше. Я думаю, что многие ведущие организации она переплюнет. На этом все, друзья. Приходите 31 мая в Дворец спорта Магаз, чтобы поддержать наших ингушских бойцов. Вы смотрели программу «Спортивная Ингушетия» на канале Магаз. С вами был я, Сулейман Катиев. Дик Шамандет Алайта Бахувы. Ассаламу алейкум.